Итак, представьте себе шелковый путь. Сразу в голове картинка. Караваны верблюдов, экзотические товары, шелк, специи. Но что, если самым ценным грузом было совсем не это? Что, если это были идеи? Сегодня мы погрузимся в историю о том, как знания путешествовали по древнему миру. И начнем мы вот с такого вопроса. Какая вообще может быть связь между древнетюркским словом и современным китайским? Кажется, что никакой. Но ответ на этот, казалось бы, простой вопрос может полностью перевернуть наше представление о том, кто был учителем, а кто учеником на великом перекрестке цивилизаций. Наша история начинается задолго до знаменитых уйгурских городов, где-то в бескрайних степях. Там их предки, ранние тюркские народы, столкнулись с абсолютно фундаментальной проблемой. Как понимать друг друга, когда вокруг так много разных языков и культур? Но официальная версия, которую писали их оседлые соседи, была простой. Вот, например, китайские хроники династии Суй утверждают, у тюрков не было письменности. Логично, да? Зачем она тем, кто постоянно в движении? Но, как это часто бывает, реальность была куда сложнее. Потому что другие хроники, написанные примерно в то же время, говорят прямо противоположное. В них упоминается некая письменность, похожая на письменность ху. Так китайцы обобщенно называли северные народы. И это, знаете ли, настоящая историческая загадка. Она как бы намекает, что мы чего-то важного не знаем. И вот она, настоящая ирония. Само слово «переводчик» в древнекитайском языке «ти», скорее всего, было заимствовано из тюркского от глагола «таймак» — «говорить». Только вдумайтесь, именно кочевники, которые постоянно находились на стыке культур, больше всего нуждались в переводчиках, и вполне возможно, что именно они и подарили это понятие своим соседям. А потом случается настоящая революция. Часть тюркских народов, а именно уйгуры, перестают кочевать и начинают строить города. И вот этот переход от юрты к каменному дому, от кочевья к оседлой жизни, он меняет абсолютно все. Смотрите, жизнь в степи требовала чего? Устной традиции, навыков дипломатии. А жизнь в городе породила нечто совершенно новое — библиотеки, ученых и, что самое главное, систематический научный подход к переводу. Это была просто идеальная среда для расцвета интеллектуальной культуры. И вот такие города, как Турфан или Кашгар, превратились в настоящие интеллектуальные мегаполисы своего времени. Это были не просто торговые посты, нет. Это были, если хотите, кремниевые долины шелкового пути, где главной валютой были не монеты, а знания. Так что же происходит, когда в одном месте собираются лучшие умы, тысячи текстов и идей со всего света? Происходит взрыв. Настоящий культурный и лингвистический взрыв. Уйгурская культура стала многоязычной до такой степени, что это сегодня даже сложно себе представить. Вы только посмотрите на этот список. Уйгурские переводчики не просто знали пару-тройку языков. Они были виртуозами, работавшими с санскритом, китайским, тибетским, сугдийским. Они владели десятками языков и разными системами письма со всей Азии. Это были просто суперкомпьютеры для перевода своего времени. И это была не просто работа, это была настоящая миссия по спасению знаний. Они брались за перевод текстов даже с тахарского, а это был уже мертвый язык, и делали это просто из чистого интеллектуального любопытства, чтобы сохранить наследие. Так что же двигало всей этой гигантской работой? В основном, конечно, религия, желание понять великие учения мира. И, как мы видим, подавляющее большинство текстов, которые они переводили, были буддийскими, но они работали и с манихейскими, и с христианскими, и с исламскими текстами. И, конечно, за таким невероятным объемом работы стояли не какие-то безликие писцы. Нет, это были ярчайшие личности, настоящие интеллектуалы, которые смогли превратить перевод в высокое искусство. У них был невероятно системный подход. По сути, это был целый конвейер знаний. Сначала шел дословный перевод, чтобы сохранить максимальную точность. Затем литературная адаптация, чтобы текст стал ясным и красивым. После этого интерпретация с добавлением комментариев и пояснений. Ну а на последнем этапе переводчик мог даже стать соавтором, обогащая оригинал. И среди этих мастеров был настоящий гений — Шинко Шели Тутунг. Он был не просто переводчиком, а художником слова. Вот посмотрите, сухую протокольную китайскую фразу «произошло землетрясение» он превращал в живую поэтическую картину. В ответ на добрый поступок вселенная содрогнулась, с небес посыпались цветы, и земля запела. Он переводил не слова, а смысл и эмоции.
Он был настолько уверен в своей роли культурного посредника, что не боялся даже дополнять священные тексты. Он мог взять и добавить в начало сутры две совершенно новые истории, которых не было в оригинале. Зачем? Чтобы сделать текст более понятным и близким для своей аудитории. Это уже не просто перевод, это сотворчество. И вот что важно. Эта мощнейшая интеллектуальная традиция никуда не исчезла. Наоборот, она стала фундаментом, опорой для одной из величайших империй в истории человечества. И тут на историческую сцену выходит новая сокрушительная сила – Монгольская империя. Завоевав полмира, монголы столкнулись с гигантской проблемой – а как всем этим управлять? Им нужна была не только армия, но и администрация, бюрократия, и они точно знали, кому за этим обратиться. Когда внук Чингисхана, великий хан Хубилай, создал имперский совет по переводам, по сути, мозг всей империи, сколько, как думаете, там было уйгуров среди основателей? 2. Их репутация как лучших интеллектуалов Азии была просто непререкаемой. И если говорить проще, уйгурская интеллектуальная традиция стала операционной системой Монгольской империи. Их письменность легла в основу монгольской. Их методы управления и перевода стали моделью для всей имперской канцелярии. Уйгуры были мозгом за сокрушительной военной мощью монголов. Вся эта история напоминает нам о невидимых героях истории и переводчиках. Они ведь не просто меняли слова с одного языка на другой. Они строили мосты между культурами, спасали целые пласты знаний от забвения и, как мы теперь видим, даже помогали управлять империями. Остается только гадать, сколько бесценных идей и текстов дошло до нас лишь потому, что кто-то когда-то решил перекинуть их через этот языковой мост.